Прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Владимир Ильич Ленин. Вождь мировой революции, конечно, тот еще иблис, который уничтожил миллионы людей ради достижения своей цели. И он, конечно, не может служить для нас примером или ориентиром. Но мы можем использовать его наработки, опыт и реальные результаты для того, чтобы самим прийти к власти в республике и привести ее к независимости. Необходимо через ежедневную агитацию, пропаганду внушать жителям республики, что независимость республики – это неминуемый процесс, который обязательно случится. Крах режима Путина в любом случае произойдет. В стране наступят революционные события, и мы в этот момент можем и должны взять в свои руки власть в республике. В первую очередь нам необходимо агитировать башкир как основной автохтонный республикообразующий народ, который является хозяином на своей земле. Башкиры являются движущей силой всей башкирской политической нации, что неоднократно доказывалось масштабными событиями в республике в последние 10 лет. В последние годы идет подмена настоящих башкирских народных героев, тех, которые боролись за свободу башкирского народа, за его религию и землю, на тех, кто защищал интересы Москвы. После того, как Москва сняла Муртазу Рахимова, начались нападки на основателя Первой Башкирской республики Ахмедзаки Валиди. Против него начались выдвигаться ничем не обоснованные обвинения в сотрудничестве с Гитлером. Башкирские общественники несколько раз обращались в архивы КГБ и ФСБ с просьбой предоставить доказательства. И каждый раз был ответ, что никакими подобными доказательствами о сотрудничестве Валиди с Гитлером спецслужбы России не обладают. Их просто нет. Но это не волнует врагов башкир. Им надо просто запачкать имя великого башкирского деятеля, побольше вылить на него бездоказательной грязи. А башкиры пусть сами тратят время и силы на доказательства, что это не так. В последние годы начались нападки на имя национального героя башкирского народа Салавата Юлаева. Его открыто начали называть бандитом и разбойником, который воевал против государственной власти Российской империи. Начались нападки на башкирского героя Алдара Исикеева, Алдар Батыр. Русские националисты выступили против установки его памятника в городе Баймак. Вместо этих башкирских героев в республике начали поднимать имя советского генерала Минигали Шаймуратова, который воевал и погиб за Советский Союз, за Советскую империю. Также начали поднимать и реанимировать имя Карима Хакимова, Красный Паша, коммунисты, который выступал против башкирского правительства, против лидера башкир Ахмедзаки Валиди. Эти действия начали приносить плоды. Повсюду начали убирать памятники Ахмедзаки Валиди. Памятники нашему башкирскому герою убрали из Санкт-Петербургского университета. В Сибае снесли сквер Ахмедзаки Валиди и убрали его бюст. Недавно под предлогом ремонта убрали бюст Ахмедзаки Валиди в селе Тимясово Баймакского района, а также сняли табличку с его именем в Центральной библиотеке города Уфы. Вместо этого в Уфе и в селе Шаймуратово поставили гигантские памятники советскому генералу Шаймуратову. А на юбилейной монете в честь 450-летия Уфы главной достопримечательностью столицы был не знаменитый памятник Салавату Юлаеву, а памятник Минигали Шаймуратову. Сейчас и знаменитый памятник Салавату Юлаеву находится под угрозой. Его собираются снять с постамента на 2 года, якобы для ремонта. И нет никаких гарантий, что его вернут обратно. Потому что российским властям выгодно, чтобы башкиры помнили не своего национального героя Салавата Юлаева, а разных генералов времен Советского Союза. Все это делается с одной целью, чтобы башкиры забыли тех своих героев, которые боролись и отдали свои жизни за свободу башкир. Московским властям невыгодно, чтобы у башкир в героях были такие борцы, чтобы им в республике стояли памятники, чтобы их помнили.